Говоря о соцсетях, глава Ингушетии отметил, что любителей острых и негативных событий среди числа их пользователей немало. В погоне за сенсацией многие публикуют новости, не проверив их достоверность. С одной стороны, такая активность говорит о неравнодушном отношении жителей республики к тому, что происходит у себя на родине. С другой, стоит понимать, что в республике немало и позитивных изменений, много достижений и поводов для гордости. Не совсем приятно, когда вы не видите ничего хорошего. Не вы, сидящие в зале, а вообще в целом. Вот казалось бы, что нужно сделать там, чтобы таким вот образом кто-то заметил, да, станцевать лезгинку, отжаться 1000 раз, там, что нужно сделать, чтобы заметили, да, к примеру. Обычно бывают такие вопросы. Вот вы должны это видеть, особенно молодежь. Все, что делаете для вас, мы это с собой не заберем. Это вам все. Это раз, и второе, вам это сопровождать. Продолжая диалог с молодежью и представителями СМИ, глава региона рассказала о молодых людях, находящихся за пределами республики. Скептическое, а то и недоверчивое отношение ко всей нации из-за отдельных ее представителей – результат их неподобающего поведения. Не стоит забывать о своих корнях. Поступками и добрым словом нужно показывать повсеместно нашу культуру и менталитет, добавил он. Даже брошенный в урну мусор – и то показатель чистоплотности и благого нрава нашего земляка. Здесь раз. Шесть дела вышло, шесть адица дышал, анаш, вы даже делаете шамаш. Вот, шобарден сегас ашхадичи, если вы это сделали, вот этот поступок, любой житель того города, который это увидел, поменяет о вас сразу мнение. Вы даже не вспотели, вы даже не вздрогнули, вы потеряли секундой. Тему молодежи продолжил и декан филологического факультета ИНГУ, который сетует на нехозяйственность современных девушек. По его словам, многие из них перестали следить за домашним очагом. И если раньше женщины содержали домашний скот и огород, то сейчас основным занятием для них стало общение в интернете. Ну теперь давайте поднимите руку, кто хочет выйти замуж там, где есть 4-5 коров. Вот две девушки подняли. Я вас сейчас зафиксирую и найду вам такого жениха. А вам, Ольга, телефон или ляжки, я вас туда отдам всех. Я бы на это не заострял бы особого внимания. Почему? Потому что я все-таки надеюсь, что каждый мужчина хозяин в своем доме и сам разберется со своим огородом, со своей женщиной, со своей коровой, если она дома есть, конечно. Ну а для девушек, здесь можно обратиться к девушкам. Я тоже часто об этом говорю. Уважаемые девушки или женщины, все, кто замужем, заставьте мужей купить вам корову. Ладно, и займитесь огородом. Может, так будет правильно чуть. Обсудили на встрече и работы национальной телерадиокомпании. Корреспондент НТРК Ингушетия Джабраил Алмазов поинтересовался у главы республики о направлении, в котором стоит усилить работу телевизионщиков. Телевидение, телерадиокомпания, Ингуш хорошо отдолжишь. Ингуш хорошо отдолжишь. Гала, молодец. Ингуш кто это? Чтобы этого, кто это не было. Поэтому это тоже очень важно в интернете, когда вы говорите, вы галай борец, вы галай боксер, вы галай студент, вы галай ер, вы галай. А вы сюда в интересе, кто за нас это сделает? Кто будет показывать? Немало актуальных тем для обсуждения предложили и другие участники встречи. Формат общения «Вопрос-ответ» позволил сделать диалог между молодежью и властью насыщенным и продуктивным. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Магомед Дидигов, Новости 24.